правом крыле взрослая, в левом детская амбулатория. Медперсонал и пациенты наконец-то обживают помещение. Они разместились на 4-м этаже здания эндокринологического диспансера. Для врачей и пациентов создали все необходимые условия. Во взрослой амбулатории теперь терапевты ведут прием в отдельных кабинетах. Появилось свое хранилище для медкарт, регистратура. В детской своя игровая зона, также отдельные кабинеты для педиатров, процедурная. В общем, оказывать и получать необходимую помощь больным стало удобно и комфортно. Условия созданы, пожалуйста, приглашаем и пройти диспансеризацию. Успеем, значит, в этом году все, что можно, успеем, но с Нового года, я надеюсь, у нас будут дополнительные какие-то ставки, видимо, и узких специалистов. Попробуем, значит, здесь расположить. Сделаем удобное место для лечения и профилактики всяких заболеваний для наших пациентов города Магаз. Значит, и для взрослых, и для детей. До этого они вынуждены были ютиться в стесненных условиях, которые не отвечали требованиям Санпина. Детская и взрослая амбулатории находились на территории эндокринологического диспансера, где по плану предусмотрена прачечная. Медики негодовали, больные жаловались. Очень тяжело, тем более больному человеку. И здоровому не очень приятно это дело. Потом я вот смотрю, как работают девочки. Такие махонькие помещения, по нескольку врачей. Какой она прием может провести полноценный? Конечно, нет. Очень тесно, очень тесно. Прием 2 терапевта вели в одном кабинете. В коридоре создавалась очередь. В таких условиях они пребывали более 10 лет. Если раньше врачи как-то справлялись с нагрузкой, то с увеличением числа жителей Магаса это стало уже невозможным. Значит, в этом кабинете сидит заведующая и терапевт принимает. Вот в этом кабинете. Одновременно. Но это считается еще ничего. Здесь просто подсобное помещение. Вот здесь санузел вообще на все. И на детство, и на взрослых, и на мужчин, и на женщин. А вот в этом кабинете, вот он глухой кабинет, здесь находятся, хранятся и медикаменты, и старшая медсестра, и документация, все остальное. Картину хуже можно было представить только в следующем крыле здания, где располагалась детская амбулатория. Прием маленьких пациентов в одном кабинете вели сразу 4 врача и столько же медсестер. Также в одном маленьком помещении размещались ЭКГ, процедурная, прививочная и лаборатория. Все вместе дети заходят в один кабинет, там невозможно ни прослушать, ни посмотреть нормально. В одном кабинете у нас находится вообще 4 в одном. ЭКГ делается в одном кабинете, процедурный кабинет, там же лаборатория, там же прививочная. Теперь все это в прошлом. По поручению исполняющей обязанности министра здравоохранения Ингушетии Заремы Анташкиевой им выделили 4-й этаж в эндокринологическом диспансере в Магасе с отдельным входом, где в ближайшее время заработает и лифт. Появятся дополнительные специалисты. Мы очень рады, что, во-первых, такие условия созданы для пациентов. Здесь достаточно светло, большая территория, хорошие условия созданы для врачей. У меня была большая просьба ко всем, кто нас посещает, вот не ругать нас хотя бы первые дней 10, потому что все, что необходимо, будет сделано. Вот к этой поликлинике, к нашей амбулатории будет отдельный лифт, вход, выход. Мы сейчас вот за 5 минут у нас, к сожалению, ничего, все, что могли сделать для того, чтобы прием полноценно был, мы сделали, но просьба, значит, у нас есть отдельный вход по лестнице на 4-й этаж. Это сегодня-завтра, я надеюсь, вопрос будет закрыт. Есть лифт отдельный. Пациенты могут подниматься на лифте. Напомню, что дневной стационар по-прежнему находится в эндокринологическом диспансере в Магасе, а круглосуточный перенесли в Назрановскую районную больницу. Там открыли специальное отделение. Своевременно предпринятые меры позволили не только решить проблему амбулатории, но и облегчить процесс прохождения лечения для пациентов. На базе Назрановской районной больницы запущено эндокринологическое отделение для больных, страдающих сахарным диабетом. Перечень обследований, необходимых для госпитализации пациентов, он у нас максимально облегчен в целях сохранения удобства и предоставления комфорта пациентам. Мы облегчили его до таких документов, как на руках пациент должен иметь направление 0,57 формы. Все остальные обследования, такие как рентгенография органов грудной клетки, анализы на РВ-ВИЧ, электрокардиограмма и гепатиты, также туда входит в список других анализов, необходимых
для госпитализации, мы делаем на уровне приемного отделения. То есть все удобства, весь комфорт для наших пациентов мы создали. За больными оказывается круглосуточное наблюдение медиков. Пациенты не жалуются, напротив, отмечают позитивные изменения. Условия ждики, внимательный выерш, хожбы, так что. Перевязка каждый день. На новом месте для пациентов на том же этаже доступен процедурный кабинет. Больные с сахарным диабетом, по словам медиков, должны обязательно наблюдаться хирургами. Занимаемся всеми осложненными ранами больных с сахарным диабетом. Например, трофические язвы, гнойные все раны. Пока больной полностью не заживет ткань, грануляция ткани, не выписываем больных. Медики напоминают не откладывать проблему со здоровьем на потом. В Магайсе врачи призывают пройти диспансеризацию, а больные с сахарным диабетом могут пройти стационарное лечение в НРБ. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Джамалей Султыгов, Новости 24.